Всем привет! Сегодня с вами я, Снус Мумрик. Я очень люблю путешествовать, а также рассказы и сказки. И сегодня я послушаю вместе с вами сказку, которую нам прочитает артист театра кукол Сергей Пулка. И сегодня я прочитаю сказку калмыцкую «Плюх пришел». Над родником росла яблоня, а вокруг было много травы. Однажды весной серый заяц пришел к яблоне, и ему тут очень понравилось. И трава вкусная растет, и вода холодная из-под земли бьет, и дерево тень дает. «Буду здесь жить», — сказал серый заяц и поселился под яблоней. Тихо было вокруг. Ничто зайца не пугало. Ел себе травку, пил водичку и спал под деревом. Так прошло лето. На яблоне налились большие, желтые, тяжелые яблоки. И заяц не знал, что на яблоне растут яблоки. Ничего заяц не знал. Он никогда не смотрел вверх, потому что еды ему и на земле хватало. И вот однажды, когда заяц подошел к роднику и начал пить, тяжелое, спелое яблоко сорвалось с ветки и плюхнулось в воду, прямо перед его самым носом. Заяц отдернул нос, закрыл глаза и пустился наутек. Бежит и думает: «О, страшно-то как! Никого не было, ничего не было, и вдруг плюх! Откуда такой страшный взялся?» Бежал он, бежал, наткнулся на целую стаю зайцев. «Эй, стой! Куда бежишь?» — кричат они. «Да ты глаза закрыл от страха! Кого испугался? Кто за тобой гонится?» «Плюх!» — прокричал серый заяц. «Что за плюх? Какой плюх? Где плюх?» «Ну там, у родника, прямо перед моим носом, плюх!» — сказал серый заяц. Он опасливо оглянулся и побежал еще быстрее. Зайцы бросились за ним. Бегут они, бегут, а навстречу лиса. О, лиса смотрит и думает: как много зайцев. Ой, сейчас пообедаю. Так, ну от кого это они бегут? «Эй, зайцы!» — кричит лиса. «От кого бежите? Что случилось?» «Плюх!» — крикнул серый заяц. «Плюх пришел!» — закричали остальные зайцы и побежали еще быстрее. А лиса думает: что за плюх? Никогда его не видела, никогда о нем не слышала. Но лучше по добру, по здорову ноги унести. И она побежала вместе с зайцами. А навстречу волк и спрашивает: «От кого бежите? Что случилось?» «Плюх пришел!» — кричат хором зайцы. «Плюх пришел!» — повторяет лиса. Волк думает: так, ну зайцы бегут, так они просто трусишки. Но если лиса бежит, значит есть чего бояться. Она ведь умная. Да и каков он из себя, этот самый плюх? Я не знаю. И побежал вместе с ними. А навстречу медведь. «От кого бежите? Что такое?» «Плюх пришел!» — кричат хором зайцы. «Плюх пришел!» — отвечает лиса. «Плюх пришел!» — повторяет волк. А медведь думает: так, зайцы и лиса — звери слабые. Они бегут. А вот волк — зверь сильный, зубастый. И тоже бежит. Значит, плюх еще сильнее. О, что-то и мне страшно. И побежал вместе со всеми. Навстречу барс. Видит, и большие звери, и маленькие. Все бегут, не разбирая дороги. Бегут, куда глаза глядят. «Что случилось?» — кричит барс. «Кто вас напугал?» «Плюх пришел!» — кричат хором зайцы. «Плюх пришел!» — отвечает лиса. «Плюх пришел!» — повторяет волк. «Плюх пришел!» — ревет медведь. Барс думает: что это за зверь? Плюх. Никогда о нем не слышал. Что делать? И он побежал вместе со всеми. Бежит барс, смотрит на зверей и видит, какие они все испуганные, и думает: наверное, они видели плюха. А что такое плюх? И чем он так страшен? Неужели мы вместе его не одолеем? И крикнул он своим громким голосом: «Стойте!» Звери остановились. «Скажи, медведь, что тебе сделал плюх? Ты его видел?»
«Нет», — ответил медведь, — «я его не видел. Мне о нем волк рассказал». «А мне лиса, а мне зайцы, а нам вот этот серый заяц». «Ну, — сказал барс, — отвечай, серый заяц, ты видел Плюха?» Нет, я его не видел. Но я его слышал. Он его слышал, подхватили хором зайцы. Он его слышал, повторяли лиса и волк. Так, и что же тебе, серый заяц, он сказал? Спросил барс. Да, что он тебе сказал? Что он тебе сказал? Что он сказал? Затараторили звери. Он, он, он сказал «Плюх!» — ответил серый заяц. Так, и все? И все. Так, хорошо. И где же этот Плюх? А на роднике под яблоней. Ну, пойдемте посмотрим, сказал барс. Веди нас, серый заяц, к этому роднику. Заяц привел всех к роднику под яблоней. «А, вот здесь, Плюх!» — дрожа всем телом, сказал он. Звери смотрят, а ничего не видят. А серый заяц так боится, что отвернулся от родника, и в это самое время сорвалось еще одно яблоко и плюхнулось в воду. Плюх! «Опять плюх!» — крикнул серый заяц и бросился бежать. Но барс в 2 прыжка догнал его, схватил за уши и спросил. «Так это и есть тот плюх, которым ты всех зверей напугал?» «Да, это и есть», — жалобно ответил серый заяц. И все звери начали громко смеяться. А теперь всем спокойной ночи.